Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вас видеть сегодня в этом зале. И мы продолжаем разговор о тех, ну, наверное, в чем-то знакомых вам вещах, а в чем-то, может быть, представленных в другом ракурсе. Ну, сегодня уже много говорилось о том, что перед образованием стоят очень важные задачи, и нужно понимать, что фактически образование – это тот инструмент влияния на формирование поколений, которые будут жить в нашей стране. И он, пожалуй, самый важный социальный институт, который действительно эти преобразования может инициировать. Поэтому обеспечение глобальной конкурентоспособности нашей страны – это задача, в решении которой образование играет решающую роль. И я всегда привожу в пример такой тезис, который в свое время меня очень поразил. Он, в общем-то, лежит совершенно на поверхности, но мы не всегда задумываемся об этом. Тезис, который написал известный русский педагог и философ Сергей Иванович Гессен: «Жизнь определяет образование, образование определяет жизнь». То есть понятно, от того, какая система образования у нас, таков у нас уровень жизни. От того, каков уровень жизни, такова система образования. Но вот хочется все-таки вырваться из этого круга зависимости, да, и хочется действительно какой-то такой прорыв вперед сделать, и хочется верить, что очень многое в наших руках. И действительно вот эта вера помогает преодолевать большие сложности, которые иногда возникают на нашем пути. И, конечно, о необходимости взаимодействия разных видов образования говорится очень много. Но мне хотелось бы остановиться на тезисе, который прозвучал и в докладе ЮНЕСКО в 2015 году, где было сказано, что нам нужен более гибкий подход к образованию, как к непрерывной совокупности процессов обучения. Я дочитаю потом эту цитату, но просто хочу пояснить, мы очень много сейчас слышим с экранов телевидения, мы на методических всяких совещаниях слышим о том, что такой тоже тезис непрерывность в течение всей жизни. Мы вот теперь учимся в течение всей жизни. Но это действительно так, потому что прогресс, технологии идут так стремительно, что иногда бывает так, что мы еще не успели что-то дописать, да, осмыслить, а уже все двинулось вперед, уже пошли изменения, и нужно быть готовыми вот к этим изменениям. Как говорят некоторые люди, может быть, не буду называть фамилии, вот этот процесс изменения – это сейчас наша норма жизни. То есть мы должны готовиться к тому, что вот изменения, они непрерывны. И мы все время должны быть в этом тренде. Но я дочитываю дальше эту цитату. Быть готов к образованию как непрерывной совокупности процессов обучения, в рамках которых школы и учреждения формального образования все теснее взаимодействуют с другими, менее формализованными системами обучения, начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни. И вот, наверное, вам тоже уже эта терминология знакома, но тоже бы хотелось чуть-чуть подробнее на ней остановиться. В современных исследованиях по образованию наметилась тенденция выделения вот таких видов образования, как неформальное, информальное и формальное. И считается, что только объединение вот этих видов может обеспечить синтез той непрерывности, о которой я говорила. Именно в этих видах образования могут формироваться те компетенции, о которых говорила Ирина Мильна в предыдущем выступлении. Потому что вот тот компетентностный подход, который мы пытаемся осмыслить уже, наверное, в течение 10 лет, и сразу очень сложно понять те заложенные смыслы в компетентностном подходе, но мы теперь их все глубже и глубже осознаем и понимаем, что именно не знания, умения и навыки, да, потому что мы могли знать очень хорошо, но не уметь применять на практике, а именно вот эта практическая значимость результата обучения становится наиважнейшим достоянием человека. Поэтому мы говорим, что вот те мягкие и те жесткие компетенции, про которые говорила Ирина Мильна, они сегодня являются определяющими в нашей повсеместной деятельности.
Ну, давайте остановимся чуть-чуть поподробнее на каждом из видов этих образований. Ну, формальное образование, мы фактически в рамках формального образования с вами находимся. Оно у нас в стране обязательное на этапе общего образования. Оно является сегодня фактически обязательным для получения какой-то компетенции. И вы наверняка вот смотрите новости и слышите, что люди приходят, может такой сейчас пример не очень я корректный приведу, приходят на биржу труда, а им говорят: предъявите, пожалуйста, диплом об обучении. Диплома нет, на биржу труда человека не ставят, потому что нет подтверждения его компетенции. Ну, такая реальность жизненная. Вот какими свойствами отличается формальное образование? Ну, во-первых, оно осуществляется в образовательных организациях, имеющих обязательно государственную лицензию. Это, пожалуй, основной признак формального образования. Реализуется, как правило, на основе образовательных стандартов. Обеспечивает выполнение требований к результатам обучения на основе государственной аттестации. И самое главное, что подтверждается документами государственного образца. Что такое аттестация школы, что такое аккредитация школы, вы прекрасно понимаете. Понимаете, каких это требует усилий от педагогического коллектива, и это действительно очень такая серьезная комплексная проверка. Следующий вид образования – это неформальное образование. Но если оно неформальное, значит оно осуществляется вне рамок формальной системы образования, да, по сути. И здесь вот есть одна очень важная особенность неформального образования, что обучение происходит с учетом потребностей обучающегося. То есть здесь фактически осуществляется свобода выбора обучения. Оно характеризуется тем, что оно гибкое, мобильное. Содержание программ разрабатывается под требования непосредственно тех участников образовательного процесса, которые выбрали тот или иной вид деятельности. И при этом возможно получение сертификатов. То есть здесь мы не говорим о государственных дипломах, а просто документы, подтверждающие именно обучение в таких организациях неформального образования. И считается, что поскольку здесь нет жестких стандартов, нет жестких требований к условиям проведения занятий, то неформальное образование определяется как опережающее. То есть во многом оно в экспериментальном режиме имеет возможность опробировать механизмы, методы, технологии, которые потом могут прийти в формальное образование. Но мы говорим, что именно неформальное образование – это та среда, в которой растущая личность может самореализовываться, находить стимулы для развития, утверждаться в выбранной сфере. И вот эта свобода выбора, она позволяет вот развивать те качества личностные, которые не всегда может рассмотреть образовательная организация общего образования, да? Потому что там другие задачи стоят перед педагогом. А в качестве институтов неформального образования как раз мы и выделяем учреждения культуры. Это прежде всего музеи, театры, филармонии. Вот в республиках очень развита такая форма учреждений культуры, как центры народных ремесел, центры народного творчества. У вас еще есть масса интересных таких вот культурных учреждений, например, галереи, выставочные залы, да, то есть вот потенциал вот этих учреждений очень широко в неформальном образовании может использоваться. Ну и здесь, наверное, справедлив вопрос, а к какому виду может относиться дополнительное образование? Ну вот дополнительное образование – это, наверное, специфика нашей страны, вот в том виде, в каком мы это себе представляем. Потому что к дополнительному образованию у нас относится все то, что не относится к 3 ступеням другого образования. Это основное, среднее профессиональное и высшее. То есть у нас дополнительное образование в зависимости от того, к какому ведомству оно относится, например, школа искусств, да, художественные школы, работает по стандартам, работает с аккредитацией, работает с лицензией.
Центры творчества, то, что у нас раньше называлось «Дома пионеров», да, работают по лицензии, но у них нет такой жесткой регламентации деятельности с точки зрения стандартизации. Но вот по формальному признаку они все-таки относятся к учреждениям формального образования. Ну, посмотрим дальше. И вот, наверное, такое новое для нас образование, которое называется информальное. Но информальное образование – это как раз та собственная активность человека, тот интерес, та индивидуальная познавательная деятельность, которую он реализует вне рамок формального и неформального образования. Фактически не имеет никаких процедурных формальностей, может не иметь целенаправленного характера. Что мы можем отнести к такому информальному образованию? Ну, во-первых, это участие детей в различных конкурсах и фестивалях. Потому что, ну, понятно, что система нам говорит, что ты должен участвовать. Но на самом деле не всегда система говорит, ты участвуешь. Очень часто дети участвуют в конкурсах по собственной инициативе. Да? Следующий очень интересный такой формат информального образования можно привести, например, различные флешмобы, которые формально не организуются. Это действительно такая инициатива стихийная самих участников образовательного процесса и не всегда образовательного процесса. Поэтому мы говорим, что вот информальное образование – это та персонифицированная среда, которая выкристаллизовывает интеллектуально-творческие способности в разных сферах деятельности человека, в том числе искусства. И, конечно, совершенно очевидно тоже, что вот те компетенции soft skills формируются, скорее всего, именно в среде информального образования. Да? Умение работать в команде, умение, ну, я не буду сейчас пересказывать то, что говорила Елена Мельна, у вас презентация останется, вы еще раз посмотрите. И мы говорим о том, что вот только сочетание этих трех видов образования именно и создают нам ту творческую среду, которая поможет нам преодолеть и вот те кризисы, которые мы сейчас, может быть, наблюдаем в чем-то, и действительно вырваться вот в решении тех глобальных задач, которые стоят перед нашим образованием. И здесь очень хорошо, очень здорово, что появилась концепция преподавания предметной области искусства, которая выявила, закрепила проблемы и поставила задачи, определила пути решения этих задач. И вот одной из задач, которая закреплена теперь нормативно, это замечательно и очень здорово, закрепила нормативно проблему взаимодействия формального и неформального образования. Потому что, вот что говорится в концепции, что во многих случаях в содержательной области преподавания наших предметов потенциал учреждений культуры, музеи, консерватории, театры используется образовательными организациями не в полной мере, что не обеспечено преемственность содержания уроков предметной области искусства и внеурочной деятельности, и недостаточно разработаны вариативные модели взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений культуры с учетом специфики региона. Действительно, у каждого региона свои возможности, и у каждого региона свои замечательные особенности. Поэтому, конечно, вот этим нужно очень активно пользоваться и очень активно включаться в это взаимодействие с учреждениями культуры. И, конечно, поставлена цель в концепции, что нужно совершенствовать и развивать систему межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области искусства в образовательной организации. И сегодня уже говорилось о нескольких мероприятиях, которые уже совместно с Минкультом разрабатываются. Кстати, на сайте Яндекса есть как раз вот эта программа культурного марафона, она сегодня последний день идет, где можно решить ряд заданий, получить сертификат, представить результат. И вообще это очень интересная
такое новое направление именно в организации, которая не является государственной. Это организация, которая очень активно включилась, и у них теперь новое направление появилось — Яндекс.Учебник. Так что посмотрите, это очень хороший ресурс, который можно использовать нам на наших занятиях. И дальше у нас возникает такой очень интересный вопрос. А как же нам осуществлять вот эти взаимодействия? Но опять-таки, вот на самом деле эти механизмы существуют уже несколько лет. И они уже были определены в законе об образовании 2012 года. Последний закон об образовании, который был принят. Этот закон все время дополняется, и если вы посмотрите, я вот специально поинтересовалась, вот та статья, которая как раз и определяет это взаимодействие, была доработана 26 июля 2019 года. То есть в эту статью внесены очень интересные дополнения. В чем это связано? С чем это связано? А с тем, что расширился круг учреждений, с которыми образовательная организация может заключать сетевое взаимодействие. Вот в частности, сюда дополнен пункт о том, что можно использовать ресурсы нескольких организаций, можно использовать ресурсы иностранных организаций. Самое интересное, что вот в этом сетевом взаимодействии могут участвовать научные организации, медицинские организации. То есть фактически весь спектр организаций региона, которые нужны для реализации того или иного проекта межведомственного взаимодействия. Как инициировать установление сетевого взаимодействия? Но здесь тоже вопрос достаточно сложный. Инициация этого взаимодействия может идти двумя путями. Ну, во-первых, это может быть ресурс административный, да, если это решение будет принято на уровне региона, например. А есть еще неформальный путь инициации такого сетевого взаимодействия. Это решение участников образовательного процесса. Прежде всего, это решение родителей, да, потому что мы знаем, что родители сегодня фактически решающую роль играют в определении стратегии развития той или иной образовательной организации, потому что именно от выбора родителей зависит, по какому профилю ребенок будет учиться, да, какие предметы будут востребованы, каким образом вообще будет развиваться образовательная программа того или иного учреждения. Есть еще один момент, когда вот для инициации установления сетевого взаимодействия важна инициатива самих работников учреждений культуры. Мне кажется, что такие примеры тоже существуют, и я вам в дальнейшем презентации это покажу. И еще раз напомню, что действительно на вот таком законодательном уровне у нас определены не просто траектории развития, а у нас определены возможности именно по времени для того, чтобы вот эти инициации могли осуществляться. Вы знаете прекрасно, я просто вам сейчас напоминаю, что основная образовательная программа у нас состоит из двух частей. Это обязательная часть, да, и часть, формируемая участниками образовательного процесса. И чем старше ступень, тем времени на вот эту часть, формируемую участниками образовательного процесса, выше. От 20% в начальной школе до 40% в средней основной школе. И хочу заметить, что в тех стандартах, проектах, которые сейчас размещены на сайте, которые практически уже вот сейчас приняты, эта пропорция сохраняется. Поэтому это очень важно для понимания тех перспектив, которые могут иметь вот эти взаимодействия. Посмотрим дальше. Остановимся на части, которые формируются участниками образовательного процесса. Опять-таки, вы эту систематизацию прекрасно знаете,
я просто еще раз как бы проговариваю те возможности, которые есть. Значит, какие мы можем проводить занятия в части формируемых участниками образовательного процесса? Ну, прежде всего, это выбор дополнительных учебных предметов. И мы с вами знаем, что, ну, к сожалению, выбор не в нашу пользу. Да? И курсы по выбору обучающихся тоже не всегда в нашу пользу. И зависит это даже не всегда от учителя искусства, а зависит именно от той социальной ситуации, которая у нас стоит. Потому что, прежде всего, чем руководствуется? Руководствуется практической значимостью того или иного предмета для дальнейшей профессиональной деятельности ребенка. И не всегда понимают, что именно предметы искусства – это та среда, где формируется, мы много говорим об этом, но это действительно так, где формируется вот то слово, которое сегодня не совсем с творчеством связано, а именно вот эта креативность, то есть умение быстро схватить идею, быстро ее реализовать, найти пути решения этой проблемы. То есть именно вот те мягкие компетенции, про которые говорила Ирина Емельевна. То есть быстрая реакция на происходящее вокруг нас. Потому что, к сожалению, вот у нас очень много идей в нашей стране, да? Почему-то Нобелевские премии получают, извините меня, другие люди. И всегда говорят, что вот эту идею там 50 лет назад такой-то наш ученый, да, заявил, эту идею там 60 лет назад такой ученый заявил. Но вот это умение довести идею до завершения и внедрения в практику, вот именно этого нам сегодня, наверное, не всегда хватает. Ну, давайте еще остановимся на одном виде деятельности, который формируется участниками образовательного процесса. Ну, в 10 классе вы знаете, что она обязательная. Это индивидуальный проект, учебное исследование. Кстати, для нас здесь тоже очень большое поле деятельности, но мы иногда упускаем это поле, потому что творческие проекты и проекты именно в сфере каких-то исследований искусствоведческих, я понимаю, что для детей это сложно и, наверное, не всегда понятно, но есть исследования в смежных областях. Вот, например, в качестве одного из таких исследований могу привести вот для учителей музыки, например, исследование звука. Да? Очень много можно интересных элементов и соотнесения с другими предметами, областями, но в первую очередь с физикой, да? С математикой. То же самое мы можем сказать про изобразительное искусство. Все исследования, которые связаны с цветоведением, с конструированием, да? С теми исследованиями, которые на границе с дизайном можно каким-то образом интерпретировать, это тоже наша сфера, которую мы можем с вами использовать. В каких форматах может происходить взаимодействие? Ну, на самом деле форматов этих очень много, я только некоторые самые очевидные здесь определила. Ну, в первую очередь, это олимпиады. Ну и очень бы хотелось, вот честно, чтобы наши дети в олимпиадах по искусству участвовали поактивнее. Потому что есть ряд регионов, у нас 85 регионов в стране, но вот из года в год на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников приезжает где-то в районе 50, 52, 53 регионов. Это получается, что где-то 30 регионов, практически треть регионов России на Всероссийскую олимпиаду школьников по искусству своих представителей не заявляет. Хотя, коллеги, вот я понимаю сложности, с которыми, например, мы сталкиваемся в этой области. Но каждый регион имеет право отправить одного человека, вне зависимости от его результатов, на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Вот есть случаи, когда из года в год регион никого не отправляет, и, наконец, после уговоров кто-то из детей приезжает,
И каким-то, знаете, вот чудесным образом, ну, потому что действительно знания есть, просто вот не всегда есть поддержка на региональном уровне. Дети становятся призерами и победителями. Таких примеров очень много. Поэтому очень бы хотелось, чтобы от вашего региона в этом году тоже кто-то приехал на заключительный этап. Давайте вернемся к форматам вот этого взаимодействия разных учреждений. Ну, Олимпиады мы немножечко с вами поговорили. Конференции. Вот тоже очень интересный формат, который сегодня включен в перечень мероприятий, по которым присуждаются гранты президента. То есть, понимаете, чем отличается формат конференции от формата Олимпиады, да? Это другой принцип участия. То есть как раз на конференции ребенок может изложить результаты своего исследования, да? Представить результаты своего исследования. Есть масса творческих конкурсов. И, кстати, наш институт проводит их очень много. В этом году у нас проходил конкурс всероссийский, посвященный 500-летию празднования Тульского Кремля. В следующем году этот конкурс у нас продолжается, поэтому выходите на сайт Института художественного образования и следите за программой вот таких серьезных всероссийских конкурсных мероприятий, которые проводятся под эгидой Министерства просвещения. Есть конкурсы, которые инициирует наш институт. Я чуть позже тоже про них вам расскажу. Каким образом, вот помимо того, что наши дети участвуют в таких мероприятиях, как могут нам помочь учреждения культуры? Ну, прежде всего, это организация занятий с специалистами учреждения культуры. И если вот заключен такой договор о сетевом взаимодействии, то можно уже заранее предусмотреть. Ну, вы прочитайте эту статью 15, там несколько пунктов, которые определяют, что должно быть в договоре зафиксировано, как это взаимодействие происходит с точки зрения нормативки. Я сейчас просто говорю, что можно вот на основе этого договора определить порядок взаимодействия, когда либо специалист придет, какие-то курсы прочитает, которые требуются детям, либо школа идет на базу учреждения культуры и проводит там свои занятия. Очень часто используются учреждения культуры в качестве площадок для проведения конкурсных мероприятий. И вы знаете, вот на самом деле этот подход очень повышает статус нашего предмета, потому что родители понимают значимость этого мероприятия, которое не в рамках школы проходит, а в рамках, например, городской филармонии, там, республиканской филармонии, или, например, на сцене республиканского оперного театра. И сейчас о такой практике я вам тоже расскажу. Еще одна очень интересная грань взаимодействия – это приглашение сотрудников таких учреждений в качестве экспертов, в качестве членов жюри, либо привлечение сотрудников в качестве разработчиков заданий для творческих конкурсов, для олимпиад, для тематики проведения конференций. Ну вот, прежде чем мы посмотрим реальную практику, да, вот такую, мне бы хотелось зачитать одну из цитат нашего президента Владимира Владимировича Путина, который говорит, что мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране. И мы с вами должны это сделать не путем административных ограничений, а путем создания наилучших условий для применения их талантов. Вот сейчас я покажу вам реальные практики, которые уже существуют. Вот взаимодействие учреждений культуры и общеобразовательных организаций. Ну, во-первых, это практика, которая длится уже много лет. И, кстати, разработчик, идейный вдохновитель этой практики Марина Станиславовна Красильникова, вы сегодня с ней встретитесь.
много лет проводит такой интересный проект, который называется «Дети на оперной сцене». Начинался он в Пермском академическом оперном театре. Сейчас он получает распространение на территории нашей страны, да, уже много территорий это проводит. В чем суть этого проекта? Что дети становятся непосредственными участниками оперных спектаклей профессионального оперного театра. Там целая процедура. Это не просто вот дети что-то разучили, вышли на сцену и спели. Там же, понимаете, дети включаются в процесс создания спектакля. Мария Станиславовна, правильно я говорю, да? Ну, сначала все начинается с урока музыки в общеобразовательной школе. Извините, что я сидя, потому что я знаю, как если вы выслушаете, да, хорошо. Все начинается с урока музыки, где дети проходят это произведение. Причем они проходят не пассивно, а в активной музыкальной деятельности, с разными формами моделирования. Я тоже буду сегодня говорить об этом на своем занятии с вами. Да? Вот. Это и вербальное моделирование, это и пластическое, сценическое моделирование, всяко разное. Да? Сюжетное моделирование. Вот. Очень важно, чтобы к окончанию прохождения произведения у детей сложилось впечатление, что авторами его являются, ну, предположим, композиторский после, и он. Ребенок там 5-го, там, 4-го, 3-го, а иногда и 1-го класса. Вот создать это ощущение. Следующий этап – это у нас эскизное исполнение оперы на школьной сцене. То есть они сами, ну как могут, разыгрывают это. Может быть, это будет одна сцена какая-то такая важная. Бывают такие случаи, когда вы сидите, ничего я рассказываю? Ну, еще две минуточки. Ну да, хорошо. Для нас сейчас просто не закончу все. Ну, в общем, я вам сегодня все это попозже расскажу, только в 3 часа. А театры, они, конечно, сначала пугаются очень этому, самой идеи, да? Я помню, что первый... вы встаньте, Мария Станиславовна. Я не могу есть технические проблемы. У вас нет таких проблем, а у меня есть. Вот. Что первый дирижер, с которым мне пришлось общаться в городе Самара, он говорил, сначала он всякие там приводил такие общие, а потом все-таки сказал, ну ты пойми, я когда, значит, у меня какой-то спектакль, я знаю, что у меня в зале много детей, я все время, как бы сказать, боюсь, что там может произойти. То есть я как бы дирижирую спектаклем, а как бы спиной очень, как бы сказать, все пытаюсь понять, что там происходит с детьми. А ты так сейчас хочешь мне такую штуку сделать, чтобы я не знала не только того, что там в этом зале, но и что на сцене у меня произойдет. Понятно, да? Если выпустить туда детей. Ну, опыт очень хороший, и если бы он был... Все, кстати, да. Оказалось, что дети, ни одного случая такого не было, чтобы дети повели себя как-то... Понимаете, они понимают вот эту сопричастность к созданию оперы. Да? Следующий проект, который тоже очень интересный, и как раз это пример вот этого взаимодействия учреждения культуры, здесь это национальные оркестры. Национальный оркестр народных инструментов имени Осипова, оркестр народных инструментов ВГТРК имени Некрасова. Проект музицирования для всех. То есть здесь вот получается, что дети совместно с оркестром исполняют музыку на посильном для себя уровне. Но это, конечно, требует особого профессионализма у того человека, который этот проект воплощает. Потому что вы понимаете, что нужно создать специальную партитуру для детей, да? Это действительно, помимо того, что это очень серьезный художественный проект, музыкальный, это еще очень серьезный организационный проект. И вот как раз сейчас вот я постараюсь... Вот это создатель этого проекта, Игорь Михайлович Красильников. Вот прям портрет его нашли. А это вот возможные инструменты, которые можно использовать для реализации этого проекта. Ну, это, конечно, синтезаторы, это различные ударные инструменты, и вы видите, возраст детей тут тоже очень разный, буквально от малышей дошкольной группы до совершенно взрослых девушек, которые это
деятельность очень интересна. Потому что, представляете, это возможность выступить с серьезным оркестром. Говоря о поддержке талантов, конечно, стоит остановиться. И я понимаю, что для вас это тоже очень важно. В 2015 году вышло постановление правительства номер 1239 об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождении мониторинга их дальнейшего развития. Уже на сегодняшний день утверждено 4 перечня, в которые были включены очень значимые мероприятия, конкурсы, фестивали, олимпиады, конференции, кстати, конкурсных проектных работ, по итогам которых дети попадают в реестр одаренных детей. А с этого года еще и учителя, которые подготовили этих детей, будут включаться в реестр учителей. То есть вот эта система создается, и она очень важна. Но я хотела бы остановиться вот на нескольких очень важных конкурсах. И под номером 219 в этом году в этот перечень вошел фестиваль, который реализует наш институт, является учредителем и исполнителем этого проекта. 3-й Всероссийский фестиваль «Диалог искусств». Вот, пожалуйста, смотрите опять-таки на наш сайт, следите за объявлениями и приглашаем всех вас к участию в этом фестивале, потому что там он многопрофильный, по разным видам искусств, и по изобразительному, и по музыке, и по театральному искусству, и литература, то есть вот и мультипликация, кинематограф. Фактически вот все основные сферы искусств, которые были Екатериной Михайловной перечислены, там 7 направлений, все они включены в этот замечательный всероссийский фестиваль. Еще хочу сказать такую интересную вещь, что традиционно у нас проходит на юге, поэтому еще можно это все соединить и с тем, что вы солнышко увидите после долгой зимы. Ну, еще несколько фестивалей есть. Да, вот еще одна особенность нашего фестиваля, что он для детей из общеобразовательной школы. Потому что в основном, как правило, в такие перечни попадают уже фестивали, да, для профессиональных организаций, для детей, которые уже предпрофиль выбирают. Ну, вот еще несколько конкурсов, у вас презентация останется, вы посмотрите. Ну, и опять-таки я сегодня уже в своем выступлении говорила, очень важно для нас, для поддержания статуса предмета, коллеги. Вот понимаете, участие в Олимпиаде по искусству – это поддержание статуса нашего предмета. Потому что когда нет результата, а фактически вот у нас заканчивается там, где в 7 классе, где в 8, и все. А когда ребенок едет дальше на Олимпиаду и получает, зарабатывает какое-то место, а я хочу сказать, что 45% от количества приехавших становятся призерами и победителями. Это большая цифра. Поэтому есть возможность вашим детям проявить себя на всероссийском уровне. А самое главное, что это фактически прямая дорога к поступлению в вуз без экзаменов. И практически все олимпиадники этим правом своим пользуются. Особенно хорошо принимают олимпиадников в Санкт-Петербурге. Университеты, все образовательные организации высшего образования Санкт-Петербурга берут призеров, победителей не только Всероссийской олимпиады школьников, но и Московской олимпиады, где есть тоже номинации искусства, берут без экзаменов. И еще хотелось бы мне показать такой пример взаимодействия с организацией культуры на примере разработки заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Но, как правило, это уже вошло в традицию, что второй творческий тур всегда связан с каким-то конкретным видом искусства. Либо это с театром. Вот в прошлом году это было связано все с кукольным театром. И для того, чтобы дети
подготовились к выполнению творческого тура, создается культурная программа, в процессе которой они вот этот опыт общения с тем или иным видом искусства приобретают. Причем это все в процессе Олимпиады происходит. И в прошлом году второй тур был связан с кукольным театром. И для того, чтобы ребята поняли специфику кукольного театра, была специально организована экскурсия в Казанский кукольный театр, где подробно было все рассказано, как куклы делаются, какие виды кукол бывают, там история происхождения кукол. Фактически, вот смотрите, таким образом можно ведь организовывать работу не обязательно на Олимпиаде школьников. Ее можно таким образом организовывать, проводя какие-то творческие конкурсы и у себя в территории. Поэтому вот это тоже нужно использовать для взаимодействия с учреждениями культуры. Ну и вот еще такой, может быть, немножечко не совсем напрямую касающийся сегодняшней нашей встречи, но мы знаем, что мы находимся в преддверии 75-летия Победы. Да? И очень хочется, чтобы вот эта память, а вы знаете, что следующий год у нас год памяти и славы, чтобы эта память все-таки сохранялась и как бы не уходила из наших сердец. Поэтому вот в качестве примера я привожу возможность разработки, например, задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Похожие задания можно разрабатывать и для других мероприятий. То есть наверняка у вас есть памятные места, которые, может быть, напрямую даже и не связаны именно с 75-летием Победы. Но это памятные места, которые очень важны именно для жителей вот этого региона. Поэтому вот таким образом вы тоже можете вот это взаимодействие организовывать. Ну, наверное, на этом я свое выступление и закончу, потому что, как завершение, хочется сказать, что олимпиадно-конкурсное движение, оно очень важно в процессе вот этого взаимодействия с организациями культуры, потому что прежде всего это профессиональная ориентация подрастающего поколения, это выявление склонности к разным видам деятельности, это повышение учебной мотивации, потому что, вы знаете, если человек уже достиг какой-то вершины, у него появляется желание двигаться дальше, либо каким-то образом на этой вершине задержаться. И возможность выявлять разные виды одаренности. Коллеги, спасибо за внимание. Я вот видела, что информация была для вас достаточно интересной. Если будут какие-то вопросы, я готова ответить их на практикуме, который будет после обеда. Спасибо.